В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Правительственная программа в действии. В АГУ началось обучение начинающих предпринимателей. Один день перед закрытием. Репортаж с Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Сгорел за 10 минут. В селе Баслата пожар оставил семью без крова. Службой государственной безопасности Республики Абхазия возбуждены и расследуются уголовные дела в отношении 15 выходцев из стран Африки и Ближнего Востока, которые в конце сентября текущего года предприняли попытку массового нелегального перехода государственной границы из Грузии в Республику Абхазия. Иностранцы были задержаны на территории нашей страны в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий СГБ и пограничного управления ФСБ России в Абхазии. Следственным отделом службы госбезопасности Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении задержанных по статье «Незаконный переход государственной границы группой лиц». На время следственных мероприятий судом города Сухум в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Служба государственной безопасности Абхазии по каналам международного сотрудничества проверяет задержанных на причастность к вооруженным формированиям или террористическим организациям. Об этом сообщает пресс-служба СГБ Абхазии. В республике впервые стартовала ведомственная программа инвестиций в человеческий капитал. Программа, разработанная Министерством экономики и АГУ, направлена на обучение начинающих предпринимателей. В течение 2 недель участников ведомственной программы будут обучать курсам самореализации в сфере бизнеса. Подробности в репортаже Алики Трапш. Ведомственная программа инвестиций в человеческий капитал создана Министерством экономики Республики совместно с АГУ. Сегодня курсы программы посещают 36 человек, не старше 35 лет. Среди них есть как начинающие, так и уже состоявшиеся предприниматели. Инвестиции в человеческий капитал прежде всего это приобретение навыков и знаний, необходимых в сфере бизнеса. У нас очень талантливая, интересная молодежь. Им просто нужно дать возможность обучаться, направить их. Государство вкладывает в знания этих людей. Эти знания потом будут превращаться в реальные бизнес-идеи, которые будут работать. Будут создаваться рабочие места, будут расширяться налоговая база. Это и социальный эффект. То есть во всех направлениях это очень выгодно и государству, и тем, кто будет принимать участие. В течение 2 недель с 9:00 до 16:30 в Абхазском государственном университете бесплатно будут проходить лекции для молодых предпринимателей. Программа обучения предусматривает 10 модулей об основах экономики, менеджмента, финансов, налогообложения, юридические вопросы организации бизнеса и многое другое. В рамках реализации программы привлечены ведущие специалисты российских вузов, преподаватели АГУ, а также специалисты Министерства экономики Абхазии. Мне кажется, что по окончании этого курса, уверен даже в этом, слушатель получит очень хорошие навыки, знания, которые им, безусловно, помогут в жизни строить свое дело, либо развивать действующее. Участники программы инвестиций в человеческий капитал с большим интересом слушали лекцию, вступали в дискуссию с преподавателем. Мадин Сакани окончил МГИМО. Временно он без работы. В ближайшем будущем молодой человек планирует запустить фабрику по производству чая в селе Дурипш. Вот почему курсы о самореализации в бизнесе для него сейчас необходимы. Мне показалось, это будет очень полезно для меня, как для будущего предпринимателя, познакомиться с такими же будущими предпринимателями, поделиться и перенять у них опыт, также услышать лекционную часть этих занятий от ведущих экспертов в экономической сфере, как в Абхазии, так и приглашенных экспертов. Поэтому для меня это будет бесценным опытом. Организаторы программы инвестиций в человеческий капитал и в следующем году планируют организовать подобный обучающий проект для молодых предпринимателей. Алика Трапш, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение. Суббота стала последним днем работы 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Главное шоу, которое стало завершающим аккордом недельного марафона, прошло в Ледовом дворце Большой. Туда и стала перетекать молодежь. Когда же все 10 тысяч мест были заняты, зрители надели на руки уже известные по открытию интерактивные браслеты, которые синхронно загораются, мигают в такт музыки и создают в темном зале иллюзию зажигалок или фонариков. Начался обратный отсчет. На цифре 1 огни
софитов высветили центральный подиум, на котором в этот раз собрались музыканты и певцы. Но не заезжие звезды, как это было во время церемонии открытия фестиваля, а сами участники фестиваля молодежи и студентов. Впервые в истории подобных мероприятий этот музыкальный коллектив образовался именно во время проведения фестиваля. В него вошла талантливая молодежь из России, Китая, Аргентины, Италии и других стран. А завершился концерт песней Леонарда Коэна «Аллилуйя». Зрители с грустью стали покидать Ледовую арену, но на улице их ждал еще один небольшой сюрприз. На открытой сцене Медалс Плаза прошел еще один концерт – дискотека, который в полночь завершился грандиозным праздничным салютом. Еще перед закрытием фестиваля наша съемочная группа побывала в Сочи и пообщалась с участниками молодежного форума. Смотрите репортаж Налы Ковы. Целую неделю тысячи молодых людей из 180 стран мира говорили на одном языке – языке мира, солидарности и справедливости, как и гласит лозунг 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который прошел в Сочи. Даже одного съемочного дня было вполне достаточно, чтобы понять, какая волшебная атмосфера царила на площадке фестиваля, который в одночасье объединил людей из самых далеких уголков мира, людей с такой разной культурой, традициями, бытом, но столь схожих в своем стремлении к открытиям, изучению новых горизонтов, к миру во всем мире. 180 стран, более 20 тысяч участников со всех уголков мира. Наша съемочная группа решила совершить небольшую экскурсию по Олимпийскому парку. На одной площадке собрались молодые лидеры. Это представители молодежных общественных организаций, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, ученые и предприниматели. Все они отличались открытостью к диалогу и неизменной улыбкой на лице. Участники фестиваля с радостью делились с нами позитивным настроением и яркими впечатлениями от фестиваля. И, конечно же, с гордостью показывали свои национальные атрибуты. Мы из Кыргызстана, меня зовут Перизат. Это наше национальное свадебное платье, можно сказать. Ну, национальная одежда, там напитки. У нас есть еще что там, бар, сады. А как вам общая атмосфера вообще фестиваля? Супер классно, все нравится прям. Стенд города Воронежа был единственный представленный на открытом воздухе, что в разы увеличило его посещаемость иностранными гостями. Атмосфера фестиваля вообще потрясающая, конечно, потому что много людей, очень активных, много народу, все между собой так очень доброжелательно общаются. Иностранцев с разных стран уже мы тоже вот даже по своему стенду смотрели, наверное, стран 30 точно к нам заходило. Программа фестиваля была насыщена. Это интересные дискуссии, спортивные мероприятия, научно-образовательная программа, в числе которых и технологии будущего. Очень здорово. Действительно, ребята интересуются новыми технологиями. Они понимают, что будущее за композитами. Если вы посмотрите сейчас на мастер-классы, вы увидите, сколько там десятки и сотни людей, которые хотят сделать изделия сегодня своими руками. Они понимают, что это очень здорово и стало очень уже доступно, и что можно изготовить вейкборд или там сноуборд, или ракетку, да все что угодно уже можно изготовить своими руками очень быстро. Было очень приятно пообщаться с представителями далекой латиноамериканской Венесуэлы, признавшей независимость нашей республики. Еще приятнее было видеть их реакцию на нас. Я понимаю всем народу Абхазии с солидарностью от нашей партии, социалистической партии Венесуэлы, из Венесуэлы в Абхазию. Это ребята, которые на испанском дадут привет в Абхазию, салют Абхазия. Абхазия, amigos. Правда всегда должна восторжествовать, а тем более на такой открытой всемирной площадке молодежи, считает представитель Сирийской Арабской Республики. Я очень рад, что мы смогли выйти сюда, как показать то, что все, что происходит в СМИ, это война информации, которая распространяется. Все неправда, потому что, как видите, у нас все прекрасно, слава богу. Все перемешалось в главном медиа-центре фестиваля. Нанотехнологии бок о бок с импульсивными африканскими танцами. Тонкий Восток наряду со сдержанной Европой. Такой интернациональный праздничный хаос царил на фестивале. Каждая страна-участница фестиваля была по-своему особенна и неповторима.
Мы приехали из Египта, у меня в руках знаменитый традиционный папирус. На нем изображена одна из египетских богинь. И сегодня мы дарим нашим друзьям кусочек нашей страны. Национальные танцы Палестины немного напоминают ритуал, смешиваясь с традиционными песнями. Тут уже и мы с оператором не удержались и присоединились. Наша республика не могла остаться в стороне от такого масштабного праздника. Более 50 человек представляли Абхазию на Всемирном фестивале молодежи и студентов на различных площадках. Это и дипломатия, и экономика, и культура, и спорт. Наверное, это лучшее место, где я побывал за все это время. Это мировой уровень, очень понравилось, очень здесь все прекрасно. Знакомимся с разными людьми разных национальностей. Говорим, откуда мы, они сразу: о, Абхазия, Абхазия. Некоторые даже участники, я ездил на границу, очень многие посещают нашу страну, в том числе иностранцы. В общем, здесь все прекрасно. Когда десятки тысяч молодых, амбициозных, свободных во всех смыслах людей собираются на одной площадке, иначе быть и не могло. Стираются границы, строятся мосты, мосты дружбы и единения. 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов, несомненно, останется в памяти всех тех, кто так или иначе прикоснулся к этому грандиозному действу. На Алакове, Роберт Ломия, Беслан Джинджоlia, Абхазское телевидение. 23 октября исполнилось бы 50 лет российскому режиссеру-документалисту, журналисту Ольге Дубинской. Прошло уже 4 года, как ее не стало. Автор книги «Сны об Апсны» и фильма «Страсти по Владиславу» на протяжении последних 15 лет жила в Абхазии. И хотя не была абхазской по национальности, душой ощущала себя нашей соотечественницей. Приехав однажды в Абхазию, Ольга поняла – здесь ее место. Жизнь абхазского народа стала ее жизнью, его победы ее победами, а боли ее болью. Про себя же говорила, что она абхазка, что в какой-то прошлой жизни ее родиной была именно Абхазия, и вот, наконец-то, она нашла дом. Учила абхазский язык, полностью погружаясь в нашу культуру и обычаи. В Абхазии есть то, что очень мало заметно самим абхазам, и слава Богу, что незаметно, но что поражает сердца открытых и чистых людей извне, невероятная настоящность жизни, ее подлинность, писала Ольга в своем дневнике. Столько интересного и так глубоко она писала в дневниках об истории абхазов, о единстве духа абхазов, о религии абхазов, христианской и об обычной, вот, про наших святилищ, про наших жрецов, про нашу войну и про нашу культуру. Она столько сделала за 15 лет, то, что она сделала со своим мужем Дмитрием Минченком, писателем, драматургом, журналистом, со всеми своими друзьями, навряд ли кто-то еще нам сделает. Дай Бог, чтобы сделали. Особым событием в жизни Ольги стало получение абхазского паспорта. «Я гражданка. Вот она гордость, вот оно счастье», писала она после. У нее много раз спрашивали, откуда такая любовь к Абхазии и ощущение родины, которое она испытывала здесь. Как вспоминают ее друзья, Ольга Дубинская переживала за все, что происходило в Абхазии, и была настоящим патриотом нашей страны. Когда читаешь ее дневники, да, вот человек живет рядом, да, говорит, обычно что-то делаете, а вот в дневниках человек настолько был другой, настолько глубоко, настолько она переживала за нас. Это все собрано. Единственное, очень что хочется сказать, все это собрано. Царство Небесное Заур Джотович Ардзенби, я договорился, мы заключили договор с московской типографией, и издать его не просто так издать, что типография берет на себя распространение этой книги по всему миру, не только по России, в самых больших выставках, фестивалях, и чтобы это продавалось в каждом киоске, в каждом центральном книжном магазине Санкт-Петербурга, Урала, Сибири, что она берет в себя, потому что настолько материал им понравился. И вот этот проект так не завершился. Значимость не для нее, не для Минченко эта книга, это значимость для нас. Вот кто бы ни читал то, что они писали про абхазов и про Абхазию, на любую тему, чтобы она не захватила, и чтобы человек не почувствовал, да, чтобы он не начал мыслить и переживать, и думать об абхазах невозможно. Настолько трогательно все это сделано.
Фильм Ольги Дубинской «Страсти по Владиславу» был первой ласточкой, которая познакомила российского зрителя с загадочной Абхазией. Первый российский фильм о первом президенте Абхазии. Это был дебют Ольги Дубинской как режиссера. Впереди было много творческих планов. Ольга начала работу над сценарием нового фильма «Приношение жертвы», но закончить не успела. Ей было всего 45, когда жизнь оборвалась. Геннадий Алами – один из тех, кто хорошо знал и общался с Ольгой. Он автор книги «Пронзенная светом». Это очерк об Ольге, о ее мечтах, о ее мировоззрении, о ее отношении ко всему абхазскому – природе, людям, стране. Как она постигла Абхазию, как она поняла всю, не только культуру, не только литературу, но и всю и военную пору, и послевоенную пору, и Владислава Ардзенба. Это просто удивительно. Это надо быть, правда, великим человеком. И то, что ее сегодня нет, это тяжелая утрата для всех, для нас. Но в то же время она была, она пришла и никуда не ушла, она осталась с нами. Как писала Ольга Дубинская, наша жизнь – чаша любви, которую мы успели выплеснуть на других. Если делать это не боясь, то в сравнении с этой чашей окажется мал и океан. Ольга любила и верила в абхазский народ. Она подарила свои лучшие годы Абхазии, наверное, потому что видела лучшее, что есть у нашего народа – силу духа, многовековую мудрость, искренность и веру. В селе Баслат по улице Чанба сгорел жилой дом. Без крыши над головой осталась семья Хухута Хеция. Пожар произошел примерно в 6 часов утра. О причинах возгорания и его последствиях в репортаже наших корреспондентов. Семья Хеция не может отойти от пережитого этим утром. Пожар произошел около 6 часов утра. Причиной возгорания предварительно стало короткое замыкание электропроводки. Справиться с огнем своими усилиями семье не удалось. Пятиэтажный деревянный дом, стены которого были утеплены стекловатой, вспыхнул практически мгновенно. Как рассказывает хозяин дома Хухут Хеция, в момент пожара в доме их было 4. Внук Игорь, увидев возгорание, разбудил всех, и они выбежали на улицу. Люди попытались разбить окно и вытащить какие-то ценные вещи, но из-за пламени и едкого дыма им этого не удалось сделать. Возгорание произошло в зале. Видимо, я проснулся от дыма, от звука огня. Проснулся, в доме уже стоял дым черный. Я вскочил, начал кричать. Мы выбежали, начали ломать окна, чтобы дым выходил. Еще пытались потушить, но ничего не помогло. Прибывшие пожарные успели ликвидировать очаг возгорания, который мог перекинуться и на сарай. Вследствие пожара у домовладельцев сгорели все документы, ценные вещи и бытовая техника. Люди остались не только без крова, но и без одежды. Хозяин дома, 85-летний пенсионер Хухут Хеция, работает сторожем в ветеринарной лаборатории, находящейся неподалеку от дома. В Отечественной войне народа Абхазии его сын Батал Хеция погиб при освобождении села Халдаба. В течение 10 минут вот это все выгорело. Здесь так быстро распространилось. Деревянный дом, много раз он покрашенный. Все, значит, это как спичка, она вспыхнула. Они ничего не смогли, ни документы, ничего, там все осталось. И еще до спасения, что у него документы на обмен, абхазский паспорт и российский на обмен. Сегодня вот позвонили, что абхазский готов, он сейчас придет и заберет. Все, остальные, ни пенсионные, ничего, ни деньги, ничего, короче говоря, все у него там осталось. Администрация Сухумского района обещала посильную поддержку семье пропитанием и одеждой. Погорельцы выражают надежду, что правительство страны окажет помощь в восстановлении дома. Саиджа Арсалия, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Среди многих проблем, стоящих сегодня перед нашим обществом, проблема наркомании, как глобальная угроза здоровью населения страны и национальной безопасности, занимает одно из первых мест. Распространение наркотиков на территории Абхазии в последние десятилетия увеличивается. Акция «Абхазия без наркотиков», организаторами которой является общественная организация «Центр социально-психологической помощи», запланирована на 26 октября в час дня на площади имени Багапша. Проблема наркомании возникла не сегодня. Общество давно говорит об этом, но в последнее время эта проблема приобрела очень катастрофические размеры. И по инициативе группы молодых людей мы решили провести мирную акцию «Абхазия без наркотиков». Мы хотим заявить о том, что
борьба должна проходить именно с наркодилерами, распространителями наркотика и с наркоторговцами. И о погоде. По сообщению синоптиков, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем плюс 23-25 градусов. Температура морской воды плюс 18 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.